Татьяна Ивановна, расскажите, пожалуйста, каким Иван Васильевич был отцом? Чему он научил вас, своих детей? Ну, о папе говорить и легко, и сложно. Во-первых, конечно, это очень дорогой и близкий нашей семье человек, который заложил в нас основы, наверное, ежедневной такой жизни, с которой сталкиваются все люди. Это порядочность, это честность, это дисциплинированность и это ответственность. Поэтому, наверное, то, чему он нас с сестрой научил, мы пронесли через всю свою жизнь. И это очень всегда нам помогало. Но хочу сказать, что он был очень немногословным человеком. И, наверное, в семье очень важно, чтобы дети видели, как живут родители. Наверное, их образ жизни с мамой, их поведение, отношение к нам были тем фактором, который являлся для нас с сестрой всегда примером. Поэтому я считаю, что их роль в нашем становлении и в утверждении нас в этой жизни весьма и весьма значительна. Вы много вещей, фотографий передали в музей Дьяконова. А какая вещь в память об отце для вас является самой дорогой? Она тоже передана в музей или осталась в семье? Ну, в семье мы прежде всего бережем все его 17 книг, которые были опубликованы. Дело в том, что мы жили в деревянном доме, и опасность того, что мог возникнуть, сами понимаете, у нас дома деревянные иногда сгорали, для нас всегда с сестрой была очень серьезным таким фактором, который повлиял на то, что мы передали весь папин архив, все его записи, деловые дневники и его подстрочники мы передали в литературный музей Куратова. И, как говорится, камень с плеч у нас спал, потому что вот жить под страхом того, что не дай бог что случится с этим материалом драгоценным, для нас было это самым страшным. Но мы храним все фотографии, которые есть в нашей семье, часто их пересматриваем, я даже с собой принесла несколько. И я считаю, что, по крайней мере, мы всегда имеем возможность побывать в музее Дьяконова в любой момент. Мы передали часть мебели, рабочий стол письменный, за которым папа писал, но его машинка, на которой мы с сестрой учились печатать в детстве, которая называлась «Ундервуд», и которая 1800 какого-то года производства, она сохранилась в нашей семье, и я считаю, что это самый сильный, самый такой мощный предмет, который объединяет, объединяет наши два поколения, то есть родителей и нас с сестрой, потому что мы обе учились печатать на этой машинке. И когда мы все перешли на компьютеры, то никакой проблемы для нас больше не было, потому что мы очень легко освоили компьютер. Среди фотографий на выставке в музее есть фото с Рексом. Это любимый питомец вашего отца? Совершенно верно. Папа очень любил бывать в лесу. Практически вся его проза – это рассказы, повести, сказки, как для детей, так и для взрослых. Это его похождение или его пребывание в лесу и то, что он там видел. Поэтому, естественно, он рассказывал, что он много раз встречался с медведем. Ну, может быть, не то, что страх был какой-то, но всегда в долгих походах в лес необходимо какое-то живое существо, которое было рядом с ним. Рекс его спасал несколько раз. Например, однажды, у него даже и рассказ есть такой, он был на охоте, и, конечно, очень устал, затопил лесную избушку, в которой он собирался переночевать, и уснул. Но угарный газ, значит, сделал свое черное дело, и Рекс буквально тащил его за ворот с полога, на котором он ночевал, значит, и выбил дверь в эту избушку. Таким образом, папа спасся, он не угорел, а это ведь очень опасно.
А были ли в вашей семье другие животные? Нет, других у нас не было, был только Рекс. И о нем вот рассказы есть, и они очень интересны. Это Лайка была. А что вам ваш отец рассказывал о годах войны и работе в органах госбезопасности? Про органы безопасности он не рассказывал никогда и ничего. Что касается войны, вы знаете, что в то время, когда я училась в школе, очень сильно было, а я учила в школе номер 12 имени Олега Кошевого, очень сильно было патриотическое воспитание. Очень сильно. И часто классные руководители приглашали на классные часы родителей, которые могли бы рассказать о годах войны, которые были участниками войны в свое время. И я, естественно, приходила к папе с этой просьбой, зная, что он участвовал в военных действиях. Я говорю: пап, вот приди, пожалуйста, на классные часы. И он приходил, он никогда не отказывал. Но он больше говорил о товарищах, он больше говорил о том, что война – это очень плохо и очень страшно. Но когда мы с ним дома разговаривали, он воевал на Ленинградском и Волховском фронтах. И вы сами понимаете, что это было настоящее пекло. Кроме того, он закончил СМЕРШ, а люди СМЕРШа много никогда не говорят. Бывали ли у вас в гостях коми-писатели? О, да. Коми-писателей было очень много. И в моей памяти остались и Александр Константинович Ларьев, и Леканов, и очень многие работники радиокомитета, которые вместе с папой работали, и бывали у нас, бывал и Серафим Попов. То есть через наш дом прошли и, конечно, многочисленные беседы были. И я этих людей всех прекрасно помню. И они очень дороги были как папе моему, так и всей нашей семье. Но что касается самых близких его друзей, то это, конечно, был Василий Захаров, это был Саша Ларев, как он его называл. Они вместе работали в радиокомитете, дружили очень много. С Захаровым он охотился, ходил на охоту, ну а с Сашей Александром Константиновичем Ларьевым они много работали вместе. Читал ли вам ваш отец свои рассказы? Обсуждались ли вы произведения в семье? Вы знаете, рассказы его мы читали сами. Потом больше он обсуждал это с мамой. Дело в том, что мама была преподавателем русского языка и литературы. Она прекрасно владела коми-языком. И вот если вы прочитаете папины рассказы, то его коми-язык, я считаю, просто филигранно неповторимым, я бы так сказала. Он использует прекрасное описание и природы, и животных, и повадки. И в ежедневной жизни, вот сейчас, мы этих слов вообще не употребляем. Но то, что вот он видел и чувствовал, это, конечно, во-первых, он очень много ездил по республике, будучи редактором литературно-драматических передач, журналистом. И, естественно, он впитал в себя вот всю красоту коми-языка не только с детства, но и в процессе работы своей. Поэтому это ему позволяло быть абсолютно свободным лингвистически и писать так, как он это чувствовал. И это, конечно, замечательно. Расскажите немного о вас, о детях и внуках Ивана Васильевича. Знаем, что любовь к природе повлияла на выбор профессии, места работы членов вашей семьи, потомков, коми Пришвина. Ну, о себе я, как и моя сестра, мы родились обе в Сыктывкаре. Между нами разница в 10 лет с Олей. Я закончила коми Государственный педагогический институт, факультет иностранных языков. Хотя папа всю жизнь мечтал, чтобы я была журналисткой. Но с детства я занималась спортом очень много, вообще была очень активным таким ребенком. И это во многом мне в жизни очень помогло. Но, тем не менее, еще будучи в 8 классе, в школе я изучала немецкий язык. Будучи в 8 классе летом, я услышала совершенно иную речь, чем немецкий язык. Ну, как бы после 50-е, 60-е годы в основном изучали немецкий, считался ключевым языком в средней школе.
Но я услышала другой язык, подошла к маме и спросила: мама, а на каком языке говорит диктор? Она говорит: это английский. И тогда я ее попросила найти мне педагога. И вот в течение 3 месяцев я выучила английский язык от начального до институтской программы и пришла в 9 класс в английскую группу, на что Лина Егоровна Лазарева, которая была педагогом английского языка, она посмотрела на меня и сказала: Тань, ты ошиблась, тебе надо в немецкую. Я говорю: нет, я теперь буду ходить в 2 группы. И у меня в аттестате стоит 2 оценки за иностранный язык, немецкий и английский. Вот это, конечно, мне помогло поступить на инфак. Я его закончила, проработала 1 год в 12-й школе педагогом. Но спорт перевесил очень сильно, потому что все мое окружение, оно было из мира спорта. И когда меня пригласили помочь по развитию художественной гимнастики во Дворец пионеров, а этим человеком был Александр Александрович Католиков, то я согласилась. Но согласилась с одним условием – временно. Вы знаете, что в нашей жизни ничего нет более постоянного, чем временное. И я застряла на 25 лет, воспитала 15 мастеров спорта, серебряного и бронзового призера чемпионатов Европы. Ну, у меня 2 гимнастки были в составе сборной страны. Мы очень много ездили, мы много тренировались. И когда наступили тяжелые 90-е годы, настал тот момент, когда со спортом надо было что-то решать. И я поставила жирную точку. То есть я перевернула эту страницу и ушла в никуда, можно сказать. Но совесть моя чиста была, и все мои воспитанницы были в пределе, так сказать. Все закончили школы, поступили в вузы, некоторые уже и замуж успели выйти. В общем, то есть... Не так, что я их бросила на середине пути, но спокойно ушла с работы, потому что это нормальный процесс, любой человек имеет право поменять работу. И совершенно случайно встретила Маргариту Васильевну Гетцен, доктора биологических наук, с которой я была знакома, и она предложила мне, учитывая, что у меня образование с иностранными языками, помочь ей в Центре по изучению и охране восточноевропейских тундр, который был при Министерстве природных ресурсов. Ну, так как я человеком была всегда очень активным, а тут после того, как я оставила тренерскую работу, было очень непросто, надо было что-то делать. И я согласилась, ну, может быть, с мыслью о том, что это временно будет, не постоянно. Но оказалось постоянно. И потом меня пригласил Александр Павлович Боровинский, министр природных ресурсов, уже перейти в штат министерства. И в министерстве я возглавляла международный отдел. Кроме этого, с 2002 года, с 1 января, когда республика вошла в Совет Баренц Евроарктического региона, по указу, распоряжению главы Республики Коми я представляла республику в рабочей группе по охране окружающей среды. Этой работой я занималась почти 15 лет. И ее сложность, ну, наверное, не сложность, была в том, что, во-первых, все заседания шли на иностранном языке, надо было совершенно свободно понимать, куда дует ветер, и принимать такие решения, чтобы они были как на пользу нашей республики, так и всего сообщества. Поэтому это была очень интересная работа. Мы реализовали более 40 проектов международных. Мы выпустили прекрасную книгу «Пособие для учителей» совместно, «Зеленый пакет», которым до сих пор пользуются учителя. Мы выпустили фильмы об особо охраняемых природных территориях, причем я настаивала на том, чтобы фильм был на 3 языках, это русский, коми и английский, и это так и было сделано. И поэтому ну, мне не стыдно за годы, которые я провела в министерстве и выполняла поручения главы Республики Коми, министра своего, поэтому у нас было полное взаимопонимание.
И я очень благодарна всем сотрудникам министерства, которые вместе со мной работали, и также организациям, которые участвовали в этом проекте, в этих проектах. Почему? Потому что министерство само не имеет тех специалистов, которые нужны, допустим, для выполнения проекта, связанного с экологическим просвещением. А учителя, которые участвовали в этих проектах, они имели возможность, во-первых, посещать и Финляндию, и Швецию. Мы делали все для того, чтобы расширить кругозор их, и чтобы они познакомились с тем, как в этих странах занимаются экологическим просвещением, и что-то для себя переняли или поделились своим опытом работы. В общем, это был очень интересный период в моей жизни, и я всегда вспоминаю о нем с большой благодарностью. Ну, в 2014 году я вышла на пенсию и занялась, так как я всегда занималась творчеством каким-нибудь, то я вошла в состав Союза мастеров Республики Коми и занялась таким типично женским рукоделием, это лоскутным шитьем и коми-узорным вязанием. Но это вкратце, извините обо мне. Значит, моя сестра всю жизнь работает в Институте геологии, Ольга Ивановна. У нее, по-моему, одна печать в трудовой книжке, и до сих пор работает там. У нее 2 детей, Иван и Марина. Иван у нас живет и работает в Москве. Марина живет в Сыктывкаре, она работает. Что касается моих детей, у меня 2 детей, дочь Татьяна, которая, к сожалению, 9 лет тому назад ушла из жизни по болезни, и сын Денис, он работает в Сыктывкарском государственном университете. У меня 2 внуков, Степан и Федор, которые являются Таниными сыновьями. Оба живут и работают в Санкт-Петербурге. Степан занимается IT-технологиями, а Федор занимается ландшафтным дизайном. Он поступил в Академию градостроительства Санкт-Петербурга. Он является чемпионом Санкт-Петербурга по ландшафтному дизайну в соревнованиях очень известных, таких как WorldSkills. И в составе команды он участвовал во всероссийских соревнованиях WorldSkills. Кроме того, он работает помощником флориста, очень известного, всемирно известного флориста Дмитрия Туркана в Санкт-Петербурге. Вы с собой сегодня принесли альбом, покажите немножко, расскажите. Ну, тут папины фотографии, он здесь, значит, в газете Verlages, затем он с друзьями-журналистами, они едут на теплоходе, тут они с мамой вместе стоят в нашем городском парке. Затем это фотография папиной мамы, моей бабушки. Это мама моя. Тут папа, дети Василия Захарова и я на крыльце нашего дома. Ну и тут 43-й год, папа солдат. Ну а тут я, мама и папа. В том доме, которого для нас больше нет, к сожалению. Тут папа на охоте. Конечно, очень жаль, и дом этот пытались снести гораздо раньше, и Зосима Васильевич Панев его приглашал и хотел как бы предоставить квартиру взамен этого дома, но папа сказал, что нет, в этом доме мне легко пишется.